Ну что, с рассветом вышел на речку, пробурил вчерашние лунки, все рассверлил. Поставил 5 удочек, 6. Даже шестую вот сегодня поставил. Самую тонкую леску, самую маленькую мормышку. Думаю, может аккуратничает плотва. Ни одной поклевки. Хреново. Поклевок нет, так что еще 15 минут вот остальные лунки проверю буквально по раз-два. И будем искать, будем переходить на другие места, пробовать искать рыбу. Где-то же она должна быть. Получается, здесь, скорее всего, на данное время рыбы нет. Бывает и такое. Ладно, будем пробовать. Ну вот, друзья, наконец-то 2 часа пустого, бесполезного бурения. И места менял, все. Наконец-то первая поклевка. Вот он. Вот, друзья. Вот он, полосатик. Янцы, когда клюнул. Я уже все думал. Нечего здесь делать. Пора валить домой. Вот такая вот медная мормышка. Типа мухи. С красным опарышем. И тонкая леска, где-то, наверное, 0,12. Первая поклевка на второй день. Так что теперь будем пробовать. Я уже думал, все, рыбы нет. Или рыба не подошла, или рано еще, или что. Но если один клюнул, значит клюнет и второй. Поехали, будем ловить. Так, ну что, будет, нет второй. Или это была случайность? Нет, есть поклевка. Клевала. Нет, ох, кто-то даже повис. Кто-то даже повесился. Ёршик. Ершунчик. Есть еще. Опять ёрш. Самое интересное, даже ведь ёрш не клевал. Эти ерши прозрачные аж. Мелочь пузатые. А вот окунь клюнул. И пошли ёршики. А где окунь-то второй? Неужели он один только был? Да не может такого быть. Опа, еще поклевка. О, плотва. Плотвичка. Сестричка. Окуня поймали. Ерша поймали. Плотву поймали. Значит, получается, рыба есть. Просто она не хочет есть. А я уже все хотел, думаю, плюнул. Уеду уже к чертовой матери. Так что мы теперь еще половим. Так, ладно. Будем еще сверлить новые лунки. Ну-ка, на стоячку как. Плотва обычно, если не активно, на стоячку лучше клюет. О, была поклевка. Ого, ого. Еще плотва. Не крупная, правда, но с пивом пойдет. Берем все с таким трудом, с таким бесклевием. Так что пока выбирать не приходится. Первые поклевки вижу за 2 дня. О, ого, ого. Кто-то пытается что-то делать, сотворить. Вот она. Еле-еле, вот она, вот она, вот она. Ну да что такое? Ну-ка попробуй на игру.
Ёрш, наверное, долбит. Что, друзья, только поиск. Только искать надо, а не стоять на месте. Вон, пробурил еще несколько лунок отсюда. Крайняя лунка. Короче, здесь надо еще побурить, потому что вот тут пробурил, только забросил немного, поиграл. Вон, два полосатика красавца. Посмотрим. Одного поймал, думал, это случайность. Но когда клюнул почти сразу же второй, ну сейчас одел камеру. И как всегда, наверное, все. Все. Не клюет. На улице мороз, как бы прячу камеру в тепло за пазуху, чтобы аккумулятор не садился. Если бы я постоянно снимал, уже давно бы сяло все. Как бы хочется заснять только интересные моменты. Вроде бы вот он, интересный момент. Одеваешь камеру и все. Тишина. Ну что, друзья, у нас чаепитие. Кушать пока не хочу. А Чайковского решил глотнуть. Клев прекратился полностью. С утра вот что поклевало. Три плотвицы вот такие. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. 5 окушков. И штук 30 вон ершей. Весь улов. Часа 3 уже не клюет. Где я только не пробовал. Вернулся сюда к палатке. Думаю, может днем заклюет. Все обурил, еще раз попробовал. На червя, на парыша. Мормышка-то, мормышка это. Не клюет. Хреново. Блин, всегда так вот. Собрался надолго. Продуктов взял. То взял, это взял. Все есть. Клёва нет. А впустую торчать здесь тоже что-то настроения нет. Короче, что-то я подумал. Поеду-ка на лучше домой. Отдохнем. Денек. Смонтируем этот ролик. Что получится, я не знаю. Опять что монтировать-то не люблю. Я такие пустые ролики вообще-то монтировать. Ну, показать надо. Про палатку рассказать надо. Палатка нормальная, огонь. Мне понравилось. Жить можно. Несмотря на то, что вчера морозяка был, 30-ку, наверное, доило. Переночевали. Это лучше, чем под елкой. Я бы, может, и поехал еще куда-нибудь съездил. Но что-то на этот раз не подрасчитал с бензином. Дороган что-то начал много есть. Пошел черный дым. Не знаю, снял сейчас воздушный фильтр. Может, в нем причина, может, добился, я не знаю. Но что-то не то. Начал много есть бензина. Пропала мощь, как бы. Чувствуется, что не так уж тянет. Как бы в натяге идет, как бы на подсосе. И ест очень много бензина. Оно и есть, наверное, типа на подсосе. И черный дым пошел с сухопухи. Не знаю. Придется разобрать, если что, мозгов хватит, поковыряюсь. Хотя, что там... Я понимаю, русский мотор там. Все понятно, а лифановский, я не знаю. Короче, если доеду, поеду-ка я домой. Ну и встретимся на следующей рыбалке. Надеюсь, она будет интереснее и результативнее. А сюда мы вернемся
ближе к весне. Когда будет тепло, когда будет все таять, когда пойдет свежая вода. Весной здесь клюет, а зимой, как видим, не хочет. Или рыба сюда весной поднимается, может, я сейчас просто нету. Или она не брать не хочет, не знаю. Ну, как-то с саньками приходили, тоже здесь не клевало. Зимой, а весной клевало. Так что хорош экспериментировать, зимой сюда мы больше не ездим. Блин, такую площадку накатал. Сюда, наверное, только полбачка сжег. Все приготовил. Думаю, дня 3-4 я здесь буду жить, ловить. Ага, о, пожил. Ну ладно, ничего страшного. В следующий раз будет, надеюсь, интересно. Так что, всем до свидания, всем пока. Увидимся на следующей рыбалке. До свидания. Ну что, друзья, собрали. Теперь попробуем разобрать. Так, для этого нам надо длинный штырь. Болт откручиваем. Длинный штырь закручиваем. Вот это длинный. А, ёк-макарёк, у нас еще печка же не собрана. Так, сначала собираем печку. Печка, печечка, печечка. Так. Раз, два, три. Так. Пять. Шесть. И 7. Труба состоит из 7 частей. Вот такая печурочка с экранами. Экран поднимается, отпускается. Вот тут. Это откручиваешь. Можно поднять вот так вот. Сзади, сбоку и снизу. Везде экраны. Вот такие вот ножки. Так, назову сейчас. Зола, представляете, друзья, до сих пор еще теплая. Хотя последний раз подкинул в 6 часов. Сейчас первый час. Так. Вот такая коробочка у нас для печки. Трубу, ну ладно. Забыл. Надо было. Труба, короче, 7 секций. Притык влезает внутрь печки саму. Ладно, сначала соберу палатку. Это вот такой текстолит. Теплый пол. Собираем. Вытряхаем.
Ну что, самое интересное. Вот еще. По теплым полам тут идет основной пол. Его можно не застегивать, он в кармашке. Вот если для рыбалки или что, он полностью отстегивается так. Складывается, и там кармашечек специально. И ничего не мешает. А если не надо для рыбалки, если где-то там на природе, чтобы всякие там букашки, муравьи не залезали, можно застегнуть, и все шикарно. Так, сворачиваем. Жалко, конечно, что нет оператора второго. В другой раз как-нибудь я вам подробнее покажу. Еще раз как-нибудь сниму, что и как. Так, ну все. Все собрали. Осталось сложить нам палатку. Для этого нам понадобится вот этот штырь. Откручиваем контрольный болт, который фиксировал палатку, чтобы она не складывалась там от ветра или еще от чего-нибудь. Открутили и закручиваем вот это. Длинный штырь. Все, завернули до упора. Болт не теряем. И теперь резким усилием отпускаем вниз. Все. Палатка. Отряхаем лишний снег. И складываем. Вот она, как юбка складывается. Легко и просто. Складываю сам впервые. Так сказать, первый опыт. И скажу вам, друзья, ничего сложного в этом нет. Так, а тут у нас был, чтобы не раскрывался, специальный чехол. Так, он где-то у меня в сумке. Ага, вот он. Вот такой вот чехол. Одеваем. И теперь она никуда уже не денется. Никуда не денется. Так, тут можно на усмотрение сложить, завернуть, как сказать, закрепить резинкой, там веревкой. Я ничего не делаю, я просто так вот воздух убираю. Складываю. Вот еще. Вот я на резинках, кстати, это отсюда, наверное, если ладно,
Завернем с резинкой. Как и было. Ну как-то вот так. Как-то вот так. И в чехол. А с чехла он уже никуда не убежит. У палатки свой чехол. У печки своя сумка. Даже у теплого пола. Все, это готово. Так, вон сумка от теплого пола. В конце сезона можно быть, не можно, а нужно высушить, а так в сарай кину, ничего ему не будет. Готово. Ну и что у нас осталось? Печка. Собирая печку, забыл про трубы. Трубы у нас вот сюда. Все 7 штук. Влезают аккурат. Все. Готово. Не знаю, какой норматив, но я уложился. В принципе, недолго. Ну вот и все. Теперь это все корыто. И выезжаем. Вот такая вот сборка у нас палатки Алтай. Алтай-1, печки и теплого пола. Теперь мы не только разбирать умеем, но и также и собрать. Как-то вот так.